Музей имени Ярославского в Якутске вошел в двадцатку лучших музеев России. Об этом недавно стало известно после подведения итогов первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей». Лучших выбирали из 1500 российских музеев. В свою очередь, работники Якутского музея рады, но обеспокоены сейчас совсем другой проблемой. Они бьют тревогу. Говорят, что памятник культуры, их головное здание музея может обрушиться, если сегодня не взяться за реконструкцию. В ситуации разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. О том, что музей имени Ярославского разрушается, поймешь не сразу. На первый взгляд все в порядке. Проблемы скрыты за экспонатами и гипсокартонной стеной. Трещины отчетливо видны только на окнах. Головное здание музея начали строить в 1913 году. С тех пор проводили лишь косметический ремонт. Пришло время для реконструкции, говорят сотрудники. В здании нужно срочно укреплять ветхий фундамент, иначе оно рухнет. Весной талая вода у нас входит под здание. И доходит до этой отметки. Вот видите, вот. И вот эта вода все идет под здание. И зимой она выпучивается, замерзает. Поэтому здание поднимается. Последствия разрушения фундамента хорошо видны с фасада здания. Спереди все аккуратно прикрыто вот таким пластиковым фартуком в виде кирпича. А сейчас мы находимся позади здания, где эти фартуки нам убрали и открыли. Увиденное шокирует и заставляет задуматься, насколько опасно находиться в этом музее. Кирпичные стены толщиной около метра буквально сыпятся на глазах. Проблема властям республики известна, однако, как всегда, все упирается в деньги. Именно те разрушения, которые наблюдаются по зданию Якутского объединенного музея имени Ярославского, они у нас были обнаружены только в 2017 году. Нужно понимать, что достаточно большой период времени необходим для подготовки проектно-сметной документации по изысканию финансирования, поэтому, к сожалению, пока вопрос еще открыт. Обсуждали проблему и в парламенте. Работников музея обнадежили. Если бюджет Якутии не урежут, то, возможно, деньги выделят для составления проектно-сметной документации. Лишь тогда можно говорить об укреплении фундамента. Однако на этом проблемы еще не заканчиваются. Поскольку здание нашего краеведческого музея относится к памятникам, то здесь должны работать только те организации, у которых есть лицензии. У нас в республике нет таких организаций, учреждений, предприятий, ближайшие вот Бурятии. Поэтому, если даже мы финансы возьмем, то предстоит очень большая сложная работа. Укреплять фундамент нужно уже летом, говорят в музее. Работы необходимо завершить к 2022 году, к столетию якутской автономии. Музей не может закрыться в столь ответственный и исторически важный момент. Марьяна Кутукова, Григорий Хлопков, Якутск.